55 врачей из Коми удостоены орденов Николая Пирогова и медали имени хирурга и крымского архиепископа Луки. Новые государственные награды учреждены президентом России накануне Дня медицинского работника 19 июня. Итак, орденом отныне отмечают тех, кто занимается оказанием помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и обстоятельств, которые несут риск для жизни. Медали, в свою очередь, предназначены практикующим врачам и младшему персоналу за заслуги в области охраны здоровья. Среди тех, чьи имена у многих на слуху, в почетном списке заместители главных врачей Центральной поликлиники Сыктывкара и Республиканской инфекционной больницы Мушфигак-Беров и Татьяна Безуглая, зав. Отделением реанимации Республиканской клинической больницы Олег Капустин, а также заведующие инфекционными отделениями в Инте и Ухте Динара Рахимова и Нина Соболева. Заметим, среди тех, кого отметили, не только врачи Минздрава, но и представители управления Роспотребнадзора. Они также наравне в эти дни противостоят распространению COVID-19. Во многом по этой причине, как бы сказали, из-за безотрывного производства пышных торжеств по случаю Дня медика в этом году не было. Владимир Путин поздравил их посредством видеоконференц-связи из своей резиденции в Новоогарево. Еще поручил Кабинету министров держать на постоянном контроле вопросы выплат повышенных отпускных медработникам. Подчеркну, благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается. Вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И, полагаю, необходимым еще 2 месяца. А именно, июль и август. Сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом. Президент напомнил, что кроме стимулирующих выплат, действующих сейчас во всех регионах, есть и специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях. 80 тысяч рублей в месяц для врачей, 50 для среднего персонала и врачей скорой, 25 тысяч для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин. Выплаты за особые условия труда освобождены от налога на доходы физических лиц.